Коронавирусная инфекция и ее последствия – главная тема мировой повестки за последние 1,5 года. Массовые закрытия производств в период карантина сильно ударили по экономике страны и мира. А противодействие ей стало проверкой системы здравоохранения. Серьезную роль пандемия сыграла и в жизни республики в 2020 году. Все мероприятия, которые мы приняли в прошедшем году, все знаете, что прошедший год был очень тяжелым для всей страны, также и для нашей республики, особенно последние месяцы ушедшего года. И благодаря тем мероприятиям, которые мы проводили, естественно, нам как-то у нас получилось удержать ситуацию под контролем. Общее количество инфицированных в республике около 13 тысяч, или же 2620 на 100 тысяч населения, что выше на 12% среднего показателя по стране. По рейтингу ежедневного прироста Ингушетия занимает 34 место, а по суммарной заболеваемости за весь период пандемии – 25-е. Надо что-то делать, говорить людям. И у нас смертность, видишь, потому что взрослые люди, сопутствующие болезни, понимаете, вот тоже у нас вот такая ситуация. Единственное, значит, информируйте, постоянно взаимодействуйте, как вы делаете. А так, держитесь, я понимаю, что вам тоже тяжело, и сотрудникам тяжело. Глава региона отметил, что 2020 год республика провела в напряженной борьбе с пандемией. И в общем медики смогли удержать ситуацию. Но в 2021 повода расслабляться нет. Ситуация может быть еще хуже. Слушайте, это не шутки. И я вам скажу, что вот этот год, вот перспективно, вы же прессу видите, читаете же, да? ВОЗ заявил, что? Он говорит, вот этот год вообще может быть тяжелее еще. Я не знаю, хождешь что-то. Вакцинацию. Вот. А вакцинация – это самое главное. Глава региона добавил, что после новогодних каникул и возобновления занятий в учебных заведениях можно ожидать роста заболеваемости. Поэтому необходимо сейчас принимать решения о дополнительных мерах, которые исключили бы увеличение числа заболевших. Работники Роспотребнадзора. Слушайте, мне их уже жалко. Вот приходят они, эти магазины, главы районов. Слушайте, у вас же на территориях. Слушай, что он приходит, они так сидят там, Слушай, трудно, он даже табличку не вешает. Это же не прихоть Камурзоева или инспектора этого. Да я понимаю, нет, понимаете, с другой стороны, не надо. Я сам противник, сейчас найдет штрафовать. Тут в кармане на хлеб нету, извините, у некоторых, а сейчас мы начнем. Я не против штрафовать злостных нарушителей, так скажем, да? Раз сказали, два, третий раз по полной давайте. Взять сейчас и каждый раз там будем палки делать, как говорит милиция, говорят. Не надо нам этого. Самый надежный способ обезопасить себя от коронавируса – это пройти вакцинацию. Медики утверждают, что после ее прохождения значительно снижается риск тяжелой формы болезни. В Ингушетии уже поступило около 1000 доз вакцины. На текущий момент всего привито свыше 300 человек. Из них большая часть – медики. Махмуд Али Калиматов поручил в процессе вакцинации делать упор на людей старшего поколения, чтобы обезопасить их от болезней. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев. Новости 24.